Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки под видео, пишет хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Моя жизнь. Что ждет меня дальше? На что мне надеяться и что у меня впереди? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что ждет меня дальше? На что мне надеяться и что у меня впереди? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию для вас. Итак, ваша жизнь. Что ждет вас дальше? На что вам нужно надеяться? Чего ждать? Во что верить? Так. Ну, сразу скажу, что здесь любовь и отношения, семья, семейные отношения. Смотрите, кто в семье и в семейных отношениях и у вас не ладится. Здесь два человека пытаются склеить чашку, которая у них, скажем так, она еще не разбилась. Может быть, какой-то скол, либо трещина пошла, да? А вы уже испугались, что она разбилась, тут охаете, ахаете, там руками так разводите, говорите: о боже, что же делать, что же делать? Мои дорогие, да, это вам так кажется. Смотрите, ваш вот стакан Грааль, да, вот он, видите, какой большой, такой фужер, да, фужер называется большой. Вот он опустел, тут на донышке совсем осталось, видите, мало. Но он не разбился, И возможность пополнить этот фужер, да, вот жизненными силами, да, любовной энергией есть и у вас, и у вашего любимого человека. Смотрите, у вас, например, вот семейные люди, да, есть детки. Есть детки, которые тоже могут пополнить этот бокал, наполнить его жизнью, наполнить смыслом, наполнить радостью. Мои дорогие, вам есть за что бороться, вам есть за что, скажем так, постоять, да, за что постоять. Поэтому, пожалуйста, не впадайте в панику, не считайте, что все пропало, все разрушено, а постарайтесь трезво посмотреть на ситуацию и подумать, что я могу со своей стороны сделать, чтобы наши отношения оживить, чтобы была любовь, чтобы было счастье, чтобы была наполненность. Вот это нужно делать. У других же, например, кто, например, не в паре, не в семье, а вот только начинает встречаться и присматривается. Вам почему-то кажется, что человек, ну, например, не тот, да, не то. Вопросов очень много к этому человеку. Да, нравлюсь, нет, любишь, не любишь. Полюбишь, погубишь, да, вот такие вопросы у вас возникают. И здесь как бы больше женщина озабочена этой темой. Мужчина как-то не особо парится, потому что он понимает, что все будет хорошо, да, он в это верит, он любит вас, знает, что чувствует, вернее, что и вы его любите, и думает, что, ну да, пройдет время, мы там больше станем как-то общаться, будем более открыты друг к другу, и отношения наши наладятся, и все будет замечательно. А вот женщина очень сильно беспокоится из-за этого, очень сильно беспокоится, ей кажется, что нет, вот отношения рассыпятся, разорвутся, да, либо, например, женщина, у которой, например, нет вообще никаких отношений, она вот беспокоится и думает, что все, я там навсегда останусь одна, никакой семьи у меня не будет. Знаете, какие-то именно упаднические отношения. Вот, между прочим, ваш мужчина, ваша половинка, хоть он, например, вам еще не знаком, но он уверен, что он вас обязательно встретит и все будет хорошо. Мои дорогие, что я хочу вам сказать? Что вам ждать, на что надеяться? Надейтесь на большую любовь, на безумную, сумасшедшую, огромную любовь. Любовь всей вашей жизни, чистая, прекрасная, да? Она придет. Вот она, чаша вашей любви, она уже есть, она уже прорисовалась. Да, ее нужно наполнить, но наполнять ее будут двое. Вот эта часть первая, да, ее дают высшие силы, влюбленность друг в друга. Эту часть наполните вы. Это ваше женское большое сердце, ваша любовь и ваша симпатия к человеку. А эту часть наполнит ваш партнер, ваша вторая половиночка, да,
отдаст свою часть сердца, отдаст свою часть души. Понимаете, здесь любовь же, она такая, здесь оба человека, да, два человека плюс то, что вас благословляют высшие силы. Мне на самом деле очень нравится вот этот как фужер, да, который говорит о чувствах. Это как в Таро, в картах Таро, да, у нас самые прекрасные чувства идут по тузу чаш. На аркане нарисован такой огромный, скажем так, да, чаша огромная нарисована, граль, из которого там сверх меры вытекают вот энергия, силы, любовь, водичка, там, что каждый себе представляет. Вот у вас этот граль уже есть, только его осталось наполнить. Наполнится он со временем. Когда придет свое время, все это будет наполняться. Так что переживать и расстраиваться не стоит. Еще, чего вам ждать? Я вижу, вам нужно ждать каких-то необычных предложений по работе. По работе будут очень необычные предложения. Причем они вот, знаете, как-то, я не знаю, я вижу, что один человек желает, он сам вам не говорит, он через кого-то третьего вам информацию посылает, да, и ну, как спрашивают у вас там, типа, хочешь, не хочешь, готова, не готов, будешь, не будешь, да, вот как справки будут наводить. Знаете, что на все нужно говорить да, 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 хочу, умею, могу, желаю, стремлюсь, у меня все получится, я все смогу, мне все по силам. Знаете, что это вот такая, ну, как маленькая проверочка вам идет, да? Ни от чего не отказывайтесь, на все соглашайтесь. Ну, кроме, конечно же, там сверх меры работать без зарплаты. На такое, конечно, не нужно соглашаться. Я говорю на хорошие перемены, когда вам там предлагают там более высокую должность, либо более ответственную работу, да, с повышением. Почему? Потому что я вижу, что вы хорошо работаете, что вы молодчинка, что вы справляетесь. Но ваш начальник, который будет принимать решение, вот он здесь стоит, он как-то не уверен в вас, то ли плохо знает, то ли, может, кто-то что-то там наговорил, да. То есть, может, он там с кем-то консультировался, а человек, например, там говорит, да я не знаю, как она работает, либо он, либо ну, там ничего особенного, да. И человек, не зная вас, не может составить мнение. Он будет пытаться вот понять, насколько вы там ответственный, работоспособный человек, да, насколько вы там бесконфликтный. Вот такая вот проверочка вам идти. А у кого-то я вижу, ну, разговор, да, после которого человек вообще выбирает свой путь и идет в своем направлении. Знаете, и то будет хорошо для вас. Просто много людей смотрят, у каждого своя дорога. В любом случае, если вы идете своим путем, то там, в другом месте вас тоже ждут. Вас тоже ждут, и с вами будут и говорить, и общаться, и вы получите то, что вам вот прям предназначено и положено. В семейных отношениях я вижу здесь люди, скажем так, вот в семье, которые живут, да, у которых там мамы, папа, родственники, да, все везде рядом. Здесь будут идти разговоры поучительного характера. Вас будут, если вы одиноки, там, поучать, что, дескать, хватит там бобылем жить, да, нужно обязательно там искать себе половинку, семью. Вас эти разговоры, я вижу, будут утомлять. Если вы в семье, то вас будут учить, как эту семью там строить, какие отношения должны быть в семье. То есть что-то утомительное будет происходить. Мои дорогие, вы, главное, не реагируйте, не срывайтесь. Понимайте, что все эти разговоры, они из любви выходят, да, потому что вас любят, о вас заботятся. То есть не нужно остро реагировать, а нужно это все принимать. Принимайте и понимайте, что потерплю там я, да, потерплю, скажу, да, соглашусь и пойду дальше своей дорогой. Здесь именно нужно потерпеть. Вот так вот, мои дорогие. Так, следующий момент. Здесь звезда, которая исполняет желание важное, желание необычное и желание, связанное вот у кого-то с любовью, а у кого-то с достатком. Уж не знаю, как это трактовать, потому что два желания я вижу. Смотрите, то, что связано с любовью, оно осуществится очень быстро. А то, что связано с достатком, оно осуществится попозже. Причем так, знаете, где-то конкретно попозже, да, это где-то полгода, год, вот так вот вам придется подождать. Извините за такой долгий срок, но я так вижу. Вот тогда вот к вам в руки идут какие-то блага, ресурсы. Причем я вижу, что за вами стоит человек, который вам помогает это все получать. Вот в прямом смысле слова помогает. То есть на ухо вам что-то шепчет, говорит, надо делать так, надо делать то. И вы, слушая этого человека, вы это все получаете. Еще
У кого-то будет наследство, а у кого-то, не знаю, какое-то выигранное судебное дело. То есть здесь речь идет о каких-то больших деньгах. Да? Я не просто говорю, что там зарплату получите, да, либо там, не знаю, кредит вам одобрят. Нет, это идет именно о деньгах, которые получаете вы, большие деньги. Еще раз говорю, это либо наследство, либо вот по суду что-то вам положено, да, вы будете это получать. Но вы должны слушать именно своего советчика, потому что ну, без него ничего не получится. То есть не нужно там ни с кем не спорить, не ссориться, иначе вы не получите вот этих своих денег. Хотя, вот еще раз говорю, да, вам в руки вот другой человек ресурсы передает. Это очень четко видно. Ну а по любви здесь человек уже, знаете, копытом бьет, готов к вам в жизнь ворваться, да. Потому что он тоже хочет вас, тоже хочет любви, тоже хочет счастья. И вот прям ждет и надеется, пока у вас будет возможность встретиться, повидаться, да, и познакомиться. У кого-то это знакомство, встреча приведет к свадьбе в прямом смысле слова, мои дорогие. С человеком поженитесь. Так, еще я вижу у вас тут острый момент. Острый момент будет связан с каким-то, не знаю, государственным делом. То есть, может, налоги будете платить, может, будете какие-то документы оформлять, справки какие-то оформлять. Вы, главное, не нервничайте. Знаете, что это такое время сложное, да, и не только вам тяжело, всем тяжело. Не ищите здесь подвоха, не тратьте свои нервы. Ну да, будет сложно, ну да, будет там с нервом каким-то, с напряженкой какой-то связано. Понимаете, что эту ситуацию нужно пережить. Я, конечно, желаю, чтобы это все в песке здесь и осталось, да, но тем не менее предупреждаю. Я просто вижу, что вы как-то прям настолько сильно близко к сердцу переживаете, ну, принимаете, настолько сильно переживаете, что мне прям аж у меня само сердце сжимается. Мои дорогие, не переживаем, понимаем, что все будет хорошо. Да, придется потерпеть, ну а что делать? Ну, жизнь такая, да. Потерпишь, потом все будет замечательно. Так, еще я вижу человек прошлый. Человек прошлый признается в любви. Смотрите, у кого были не очень такие отношения хорошие, да, либо они были затяжные, либо они там давно оборвались, да, либо человек мог просто там исчезнуть в один момент, да, не попрощавшись, то здесь этот человек объявится, и он будет каяться. Он будет каяться, он будет извиняться, он будет просить прощения, вымаливать это прощение, он будет объяснять, что произошло. Ну, какая нелегкая, да, толкнула его именно на такой путь там бегства, предательства, либо вот у кого что, да. И я вижу, что вы этого человека принимаете. Мои дорогие, не делайте ошибку, не принимайте этого человека обратно. Вы можете его простить, вы можете с ним общаться, но назад, как вот в том статусе, в каком он был, не принимайте. Потому что этот человек, он врет. Вот он тогда врал и врет сейчас. Понимаете, у него голова вообще в колпаке одета. То есть человек, он, и, знаете, не в одном глазу, да, чтобы вам правду рассказать. Поэтому, мои дорогие, лучше появился, молодец. Рассказал, в чем дело, окей. Там, я тебя выслушала, твою позицию я приняла к рассмотрению, да. И дальше иди своей дорогой. Нечего тут пытаться возвращать. Потому что этот человек, он как будто будет что-то у вас просить, да. Может, ему там жить негде, может, там деньги начнет просить. То есть такой, знаете, задние мысли. Он не просто так появляется. Этот человек вообще, он себя любит, о себе думает. А вас, вы у него прям, знаете, как такой стопроцентный вариант, да, извините, что я так говорю, но вот хочу, чтобы вы не были этим стопроцентным результатом, вариантом, да, чтобы вы были одной единственной любимой женщиной, а не вариантом. Вот что я хочу для вас, мои дорогие. Не обижайтесь, пожалуйста. Так, ну, про свадьбу я вам говорила, да, вот оно кольцо, и вот он внутри мужчина этого кольца. Вернее, он даже его к вам несет, это кольцо. У кого-то, кстати, может быть даже вот кто долго разводился, кто долго не мог решиться, то может быть и развод произойдет. Причем как-то, знаете, просто быстро вы просто пойдете, не знаю, как-то там документы подадите, и все хорошо, да, все хорошо расстались, с друзьями расстанетесь, будете еще общаться, причем очень хорошо, тепло общаться. Так, мои дорогие, вот семья, у кого семья, кто живет с семьей, там, знаете, такая семья большая, где много детей, где там могут быть там старшее поколение, кто-нибудь. Здесь я вижу у вас какой-то, не знаю, то есть, ну, то ли праздник, то ли юбилей, как-то много друзей, гостей, все люди общаются, смеются, разговаривают. Мои дорогие, следите за мужчиной, у которого есть борода, но нет волос.
Вот этот мужчина, он, ну, какой-то странный, да, он может как-то себя повести, ну, необычным образом. Либо у него что-то со здоровьем случится, либо он, ну, в какую-то агрессию впадет. Вот, прям присматривайтесь к нему. Потому что я вижу, что, ну, у кого-то будет так, у кого-то по-другому, но мужчина какой-то один выходит. Какое-то вот такое описание. У него борода, но волос вообще нет на голове, как будто бы лысый, да. Может, это не борода, может, кстати, усы у него какие-то. Вот этот человек, он как будто, видите, он падает, и он, ну, как, ну, провалился, да. Это может означать агрессию, может означать проблемы со здоровьем. Если понимаете, о ком я говорю, если я описала какого-то вашего знакомого, знаете, что у него проблемы со здоровьем, то вы, конечно, там ему, не знаю, там не наливайте. Потому что я вижу праздник, и как будто бы этот человек ему то ли плохо становится, то ли он ведет себя странно, и он как будто бы может испортить весь праздник. Вот такое идет, да. Но раз это вышло, значит, это можно как-то остановить и прекратить. Мои дорогие, в целом песочек ваш очень хороший, мне очень понравилось. Особенно мне понравился вот этот знак, вот этот граль. Прекрасный, прекрасный граль любви, чаша любви, которую я желаю вам испить сполна. Сначала наполнить, а потом ее испить. Это большое счастье любить и быть любимым человеком. Этого вам я и желаю. На этом мое гадание закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.